Действительно, в боновской традиции есть большое знание о дон, как вредящих существах. А если говорить за традицию, которая проникла в медицину, то, естественно, и там мы найдем прямо отдельные главы, касающиеся заболеваний дон. Эти болезни относятся к болезням вредящих духов. Они очень хорошо и много раскрыты в самом источнике Бумши. В Джудши они также есть, эти главы тоже существуют, так же, как и в Бумши. То есть они не изменены. У болезни существует 4 условия возникновения или 4 условия развития болезни, накопления, развития болезни. Это условия, связанные со временем и местом, условия, связанные с вредящими духами дон, условия, связанные с питанием и образом жизни. Вот эти 4 являются условиями, порождающими сами болезни. Когда говорят о донах, о неких существах, которые навредили, и говорят о том, что можно ли их увидеть или нельзя их увидеть, сказать о том, что их можно увидеть невооруженным глазом, очень сложно. Если говорить о том, как происходит вред, чем лечить этот тип заболевания, здесь нельзя сказать однозначно. Дело в связи с тем, что нельзя доказать, что они существуют, так как мы не видим их глазом. Но по какой же причине мы предполагаем, что они существуют? Дело в том, что при некоторых заболеваниях невозможно, дав лекарство, вылечить пациента. Вот сколько бы их ни лечили, сколько бы лекарств ни давали, чего бы ни происходило, не происходит облегчение процесса. Но существуют древние источники, древние тексты, в которых говорится, если те или иные признаки есть, то это влияние того или иного существа. И раз это происходит, то сделай то-то, то-то, сделай такой-то ритуал, или такое-то подношение, или такой-то ритуал устранения, и болезнь пройдет. И мы действительно на личном опыте можем убедиться, что при тех или иных заболеваниях лекарства не помогают, а сделанный в соответствии со знаниями, с источником ритуал или какое-то действие, болезнь покидает больного или происходит облегчение. Но в Тибете этим знаниям есть большое доверие, потому что, опираясь на эти знания, происходит польза для живых существ. Но сказать о том, что их можно увидеть глазом, в большинстве случаев их не видно или не видели. Есть кто встречался с ними, но в основном об этом не говорится, не используется. В текстах Танпа Шонрабу, в древних текстах, связанных с медициной, говорится о том, что если существуют те или иные признаки, если лекарства не помогают, то здесь наличествует вред со стороны другого или вредящего существа. И если говорить, исходя из традиции тибетской медицины, то грубо болезни делятся на болезни ветра, желчи и слизи, точно так же делятся и болезни, связанные с донами. Существуют болезни, связанные с вредом дон мужского рода, дон женского рода и дон нага, существ водоемов, горных водоемов, источников, пещер и так далее. Нага. Когда говорят о вреде донов, связанных с мужским родом, то, как правило, это связано с болезнями ветра. Почему разделены подобного рода на классы или подвиды? Дело в том, что существа дон мужского рода, они связаны с первоэлементом ветер. И, естественно, присоединяя или начиная вредить пациенту, они порождают эти болезни, увеличивают их у пациента. Другой вид, связанных с женскими существами дон, он связан с первым элементом огонь. Им нравится все горячее, сухое, то есть все признаки огня присутствуют. И, естественно, когда они начинают вредить пациенту, увеличиваются признаки жара. А то, что касается дон нага, и они больше связаны и взаимодействуют с первыми элементами вода и земля, по этой причине, когда начинают вредить, развиваются болезни, связанные с землей и водой, болезни слизи. Tati don te la mixe ge sosu ge chu ta ngaron so yeb to chepta ta kale khapo jite ina le don jo che ya la ane nga so ta sha ten ge re ndu se ya chi cha ni khoso la ngemba mambo chi tri ane ngaron so khoso ge chen che ne ngaron so na cha yo re te
Версия вреда, то есть как происходит вред со стороны этого существа. Хотя, я использую просто слово «вредящее существо», а исходя из того, о чем сейчас говорит Ринчан Дин, это не связано с вредом, с желанием навредить. Есть существа, которые желают навредить, но их очень мало. Почему они присоединяются к этой болезни? На каком основании? Так как уже было сказано о взаимосвязи с первоэлементами, человек, используя то, что было сказано, питание, образ жизни, время, место и так далее, нарушает их. Эти положения приводят к увеличению в его теле. Если болезни желчи, значит огня, элементы огня, если болезни слизни, элементы земли и воды, если болезни ветра, значит элементы ветра. Отсюда эти существа, так как было сказано о том, что им нравится это, эти элементы, они с ними взаимодействуют, они и присоединяются к болезни. То есть последовательность. Сначала больной провоцирует болезнь, а затем уже к этой болезни присоединяются сами существа. Когда говорят об их лечении, сказать о всех методах лечения очень сложно. В основном используются специальные ритуалы, которые дают возможность отказа от причинения вреда пациенту. Как происходит это? Им делаются различного рода подношения теми веществами, которые их удовлетворяют, которые их радуют. И таким образом просят, чтобы они получили все, что хотят, насытились этим и отказались от этого пациента, принесения ему вреда или нахождения рядом с ним. То есть, по сути, как откупная. Или подарок, используют слово. Первый метод, о котором было рассказано, это так называемая откупная или подарок. Это спокойный метод усмирения их. Значит, это делается подношение им теми веществами, которые им нравятся, говорится, насытьтесь ими, удовлетворитесь ими в соответствии с желаемым своими чаяниями и уходите в свои места. Если же этого не происходит, если после проведения ритуала такой мирный откупной или спокойный откупной этого не произошло, только тогда подключаются так называемые гневные ритуалы, связанные с гневными идамами. И тогда уже происходит некий процесс подавления, а не усмирения, как в первом разе. Если сказать кратко, в Тибете традиционно это знание используется, у тибетцев к этому знанию есть большое доверие, большая вера. И эти источники, которые об этом рассказывают, они приносят желаемый результат при тех или иных заболеваниях, связанных с вредом, с Дон.